Из Enterprise я это видео теперь проговорю для родителей, которые заинтересованы в изучении хакасского языка, или точнее говоря, э, которые хотели бы, чтобы их дети были более развиты и знали бы еще хакасский язык. В дополнение к другим мировым языкам, я имею в виду, понимаю, что мы все говорим на русском языке, да, и есть иные развитые языки. Что бы мне хотелось сказать? Конечно, общая наша ситуация, нынешняя ситуация, когда большая часть народа теперь уже плохо говорит на хакасском языке, я подчеркиваю, большая часть народа теперь уже, то есть у нас идет нивелирование хакасского языка, процент говорящих все время уменьшается. Каким образом остановить этот процесс? Можно только с помощью родителей, на самом деле, больше никак, с помощью школ этого вы не сделаете. То есть школа менее эффективна. Почему я об этом говорю? Потому что практика показала, за 40 лет развития хакасского языка у нас пишутся учебники, они появляются, научные труды появляются, статьи есть на хакасском языке, пишется работа, да. Тем не менее, устная хакасская речь, число говорящих уменьшается. Почему это происходит? Система образования не справляется с этой задачей. Это практика, к сожалению. Эта практика очень хорошо видна в нашей гимназии. У нас единственная гимназия в республике. И там когда учился в этой школе, в национальной школе, я имею в виду, я закончил в 80-м году, у нас среди 25 человек 5 не говорило на хакасском языке, остальные говорили. А теперь ситуация наоборот. Из 25 трое говорят, двое говорят, да, допустим, хорошо говорят 5, 20 не говорят. Причем это, понятное дело, делает что-то дети говорящих родителей. Большая часть детей – дети говорящих родителей. Поэтому я обращаю внимание на родителей. Система образования, она подправляет, дополняет умения, которые ребенок получил с детства. Он научился говорить, и уже умеющему говорить ребенку его можно обучить и письменной речи. Грамматика – это письменная речь, это культура письменной речи. Обращаю внимание еще раз. Это не устная речь, это письменная речь. А устной речи должны обучить родители. Школа не сможет это сделать, потому что школа не занимается детьми с 0 до 7 лет. Этим школа не занимается. Садики тоже с детьми уже занимаются с подготовленными детьми, которые к 3-2 годам уже что-то научились говорить на каком-то языке, на русском, на хакасском, неважно, да, но что-то уже говорят. Садики уже тоже работают, да, с этими детьми. Основная задача лежит на родителях. Теперь смотрите, что нужно сделать. Конечно, родители должны подумать, во-первых, давайте так, я немного буду откровенен на самом деле, как лично я оцениваю это дело. На самом деле, когда видишь ребенка, не говорящего на хакасском языке, хакаса, именующего себя хакасом или позиционирующего себя как хакас, я сразу точно понимаю, что родители не приложили усилий для того, чтобы ребенок говорил на хакасском языке. И эти усилия-то на самом деле минимальные. Для того, чтобы ребенок научился говорить на хакасском языке, там не требуются какие-то научные знания, не требуется никакого образования на самом деле. Никакого вообще филологического образования не требуется для того, чтобы ребенок заговорил на хакасском языке. Посмотрите на ситуацию русского языка и любого другого. Какие родители знают русский язык, пишут сочинения на 5, там. Никакие родители этого не делают в среде русского языка, я имею в виду. И дети говорят на русском языке. И на любом другом. И то же самое с хакасским языком. Нет никакой разницы. Единственное, тут правило нужно, для говорящих родителей, нужно своих детей также научить говорить, как сами умеете говорить. Именно на таком бытовом уровне. Там не нужно писать сочинения, романы в стихах на хакасском языке, чтобы детей учить хакасской речи. Это вообще не требуется. Первые 500-700 тысяч фраз на хакасском языке – это не проблема для понимания, чтобы ребенок это воспринимал. Ведь чего мы делаем? Мы не делаем самого минимального, чтобы ребенок повторял за нами. И все. Например, как это звучит? Ребенок подходит, предположим, я хочу пить чай. Вы сразу подправляете. Атадырлып. Минан шей изерим кильше. Ребенок не знает, говорит, минан шей изерим кильше.
Ребенок может быть сопротивляться, ну, по-разному, да. Каждый ребенок по-своему ведет, но если каждый день ребенок будет говорить: я хочу чай, я вот это хочу, атадырлып, ребенок к этому привыкнет, а потом будет понимать, все равно там меня спросят, атадырлып, дай-ка я лучше сразу скажу, как тадырлып. Да, ребенок привыкнет. И, конечно, надо создать образ хакасского языка в семье. Например, как я это делал лично я. И ребенок знал, что когда ко мне подходит, он со мной должен на хакасском заговорить. С остальными мои дети разговаривали на русском, но со мной на хакасском. Почему? А я так поставил. Такие правила установил. В семье со мной нужно говорить на хакасском. С остальными хоть как, со мной на хакасском. И этот образ, это правило должно работать. Это правило по-всякому можно, эти правила по-всякому можно установить. Допустим, утром садимся за стол, допустим, как только подай хлеба, атадырлып, халаспир, или халаспирдек, или халасалпир. Первого сказано, дай хлеба, атадырлып, халасалпир. Ребенок потом будет знать, да, халасалпир, он потом все равно через месяц скажет халасалпир, подай хлеба. Русский язык, он никуда не денется, не беспокойтесь за то, что ребенок не будет знать русского языка, он будет знать русский язык в любом случае, от него это никак не зависит на самом деле. А вот хакасский язык зависит только от родителей, больше ни от кого. А теперь те родители, которые не знают хакасского языка, как им быть? А то же самое, допустим, да, вот вы не знаете, как сказать ребенку, вот, дай мне чай налей. Вы идете где-нибудь, в интернетах сейчас есть сообщество, их в принципе достаточно, и спрашиваете, а как по-хакасски налить чай? Шейурпир. Шейурпир. Потом, а как это произносится? И какой-нибудь сибдейтон заходит, говорит, да вот так произносится, и, допустим, закинул короткую фразу шейурпир, налей чай. Да, все, вы запомнили. А теперь ребенок, когда говорит чай налей, вы говорите шейурпир. Сами произнесли, во-первых, да, шейурпир, чай налей, да, и потребовали от ребенка то же самое. А давай мы там, неважно кто, вот скажем, шейурпир. Ребенок, ведь на самом деле дети, по большей части, они не сопротивляются. Они повторят шейурпир. И каждый раз сами повторяйте шейурпир, они повторяли шейурпир. Потом халаспир, следующую фразу, сами запоминайте на 2 недели, да. Халаспир, хлеба дай. Или, допустим, угре зерым кильче, или угре ширым кильче, угре суп, ширым есть, да, кильче хочется, не хочется суп, угре ширым кильче. Да, конечно, с произношением будет сначала туговато, да, неправильные звуки будете произносить, но произношение дело, это дело можно отработать понемногу. И таким образом, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был более развит, интеллектуально развит, то есть имел возможности, точнее говоря, к интеллектуальному развитию, конечно, я бы лично обучал бы многим языкам. То есть я сам, во-первых, продолжаю изучать языки, допустим, да, не только хакасский, русский изучаю, да и другие языки, и мне это интересно. Конечно, я хочу, чтобы мои дети говорили не на 2 языках, а на 5 как минимум. Я этого искренне хочу. А почему мой ребенок должен говорить только на одном международном языке? А пусть он знает там 4 международных языка. Один хакасский, свой родной. Он не международный, он родной. Он свой, да. И позиционировать себя вот в среде других языков с помощью хакасского языка проще. Вот смотрите, вот сибдейтон, я знаю хакасский язык. А другие языки, тоже, да, понимаю, он говорю. На русском говорю, да, вот хорошо. На английском, там как-нибудь, да, тексты пойму каким-нибудь образом. Базу понимаю. Говорить не могу, но понимаю базу, да. Китайский язык, да, надо изучать. Турецкий язык тоже, да, вот интересно есть. Общие правила, общее понимание есть в культуре вот этих языков. То есть, чем больше знать человек языки, тем лучше. Изучение хакасского языка можно дисциплинировать. То есть, таким образом дисциплинировать свой ум. Во-первых, свой интеллект, еще раз повторяю, это возможность развития. И вы развиваетесь вместе с ребенком таким образом.
И я считаю, что это очень даже интересно, наоборот, да, вот когда человек не знает языка и говорит, а как же я научу ребенка своего? Так я сам буду учить. И сами самостоятельно начинаете изучать язык, допустим, да, если у вас нет средств и не имеете возможности записаться на определенные курсы, тогда да, вот и сами самостоятельно понемножку начинайте подтягивать ребенка. Но обязательно сами вместе. Не отправляйте ребенка, вот, допустим, даже взрослого, скажем, там, 7, 9, 10-классника, там, вот какому-нибудь учителю. Займитесь сами вместе с ребенком. Во-первых, что это дает? Ребенок будет видеть вашу личную заинтересованность, вы будете примером. А если просто отправляете, да, сами не говорите на хакасском языке, это говорит о том, что вы на самом деле от ребенка отникиваетесь. Вы не решаете задачу, да, вместе с ребенком, а вы отнекиваетесь. Ну, я там не выучил, не знаю, да, ну, иди-ка ты вон туда, там лучше меня знает. Это отнекиваться. А когда сами вместе делаете, ребенок вам доверяет больше, чем какому-нибудь преподавателю со стороны. Конечно, там получите более фундаментальное базовое понимание вот, письменной речи, грамматики, да, вы поймете, почему это так нужно, да, преподаватель вам будет объяснять это. А вот внутреннее духовное проявление значимости и оценки хакасского языка вы можете дать ребенку только в семье, то есть показав на своем примере. Вот смотри, я изучаю, мне там 20, 35, 40 лет, да, мои родители меня не научили, но вот я обучаю тебя, вот смотри. И ребенок это потом поймет, когда вырастет. И он тогда оценит вас по-настоящему. Ну вот такое мое обращение к родителям, ко всем родителям. С вами был Сиглей Том.